Третий этап работ по реконструкции этой дороги начался в конце сентября. Ее протяженность 13 километров. Сейчас здесь ведутся работы по разработке грунта, профилированию, укреплению дорожной одежды. Уже скоро автолюбители смогут ездить по обновленной современной магистрали. Половина работ уже выполнена. Первый этап стартовал еще в 2021 году. Тогда рабочим удалось отремонтировать почти 3 километра автодороги. Бригада провела фрезерование проезжей части с последующей укладкой выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Нанесли разметки и установили дорожные знаки. В 2022 году охватили еще 3 километра. Сегодня активно ремонтируются оставшиеся участки. Рабочие не намерены сбавлять обороты. Мы занимаемся подготовкой основания, отсыпкой дорожной одежды из ПГС. Здесь предусмотрен дорожное покрытие из 3 слоев ПГС и 2-слойный асфальтобетон. Ширина этой дороги 8 метров. Здесь есть съезды, есть пересечения, примыкания, дорожные знаки, разметка. Для создания максимально качественной дороги здесь задействована вся необходимая техника. Грейдеры, катки, асфальтоукладчики и бульдозеры. На участках трудится более 30 рабочих. Среди них и оператор Сурхо Майырбеков. От его работы зависит, насколько дорога будет соответствовать всем требованиям. Парень признается, иногда мешает сильное движение на дороге, но на сроках выполнения это не отражается. Аккуратно велари, водитель дигдар, далее, водитель, скажем, рабочий волчажим, скорость сбавить тяжесть. А так все нормально, работаем. Ранее дорога, объединяющая 3 населенных пункта Карабулак, Средние Ачулыки, Гайрбек-Юрт, была почти разрушена, что создавало опасность для жизни и здоровья людей. Ситуацию в корне изменила масштабная реконструкция, которая проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированный президентом России Владимиром Путиным. Отмечу, что Ингушетия уже 3-й год является лидером по реализации этого проекта. Дорога находилась, скажем так, в неудовлетворительном состоянии была дорога. Требовала капитального ремонта. И вот первоочередную начали трехэтапно здесь. И я думаю, месяц-полтора, смотря по погоде, мы завершим эти работы. Уже в начале следующего года жители будут передвигаться по новому асфальтобетонному покрытию. Напомню, что в текущем году по программе развития автомобильных дорог Республики Ингушетия будут реализованы еще 3 крупных объекта ремонта: Средние Ачулыки, Плиева, Алиюрт, Сурхахи и улица Калиматова в городе Сунжа. Малика Измайлова, Асхаб Белакиев, Новости 24.